Все мы знаем, что Якутия внесла свою лепту в победе над фашистской Германией и войне между Японией. История Якутии тесно связана с проектом «Алсиб». «Алсиб» — это воздушная трасса между Аляской и Советским Союзом, построенная и начавшая действовать в 1942 году. Так, в начале 1945 года до поражения Германии оставались считанные месяцы. Стало ясно, что война с Японией неизбежна. Вот тогда и была построена воздушная трасса Якутск-Хабаровск протяженностью 1560 километров с 3 промежуточными аэродромами: Учур, нынче село Чагда-Алданского района, Тако и Икимчан, поселок в Амурской области. Также строилась и обходная трасса Киренск-Учур-Магадан протяженностью 2550 километров. Аэропорт тогда еще Учура был перевалочным, он не был основным, но здесь была построена целая база. Сегодня здесь до сих пор сохранились здания аэропорта тех времен и несколько жилых домов летного состава. Со слов родителей, ну и вообще разговоры были. Аэропорт строили военнопленные и были сосланы. И якобы с Аляски должны были быть перевозки, вот с Америки во время войны, когда шел груз и все, запасной аэродром строили наш. Там столько много цистерн, там целые вот горючие материалы, там бензин, хранение. Знаете, там огромная площадь там за портом вот есть у нас. Ну вот здесь была приводная там, ну сигнал, где подаются, чтобы именно куда самолет шел. Там на горе. Вот здесь. Здесь тоже стояла, тоже самая приводная, только для самолетов. Ну самолет, допустим, летит высотник. Он знает, что он пролетает этим курсом. Вы сейчас не видите, что до сих пор курсом летает этим, и летает, и летает. Ну и потом тут, говорят, бочки где-то большие есть, цистерны. Это ГСМ, в той стороне. Там тысячи. Они до сих пор здесь. Они стоят здесь. Приходили танкера, заправляли это все. Мы потом на этих бензовозах заправлялись самолеты. Вертолеты, самолеты. Аэропорт после войны эксплуатировался вплоть до середины 90-х годов, но потом он пришел в упадок. Штаты сократили, финансирование урезали. Ну, я приехал сюда в 93-м году. Вот, аэропорт работал. Там были все, и самолеты, и вертолеты, чебурашки, Антоны, Ми-6, Ми-8. Все садилось здесь. Вот. Я был бригадиром там. Да по спецмашинам. Вот. А потом маленько хоп, и его одно, другое, третье взяли и потихоньку свернули. Аэропорт был 4 класса. Летали вертолеты всех типов, начиная с маленьких, заканчивая Ми-6. Летали самолеты Ан-2, Л-410. Полоса хватало, полоса была длиной почти 1100 метров. Объемы перевозок были очень большие. Летали пассажиры с приписных площадок, с Кутаны, с Бельгачей и нашего поселка. Стояли, работали самолеты и вертолеты на геологов, на старателей. Так что работы хватало всем. Сегодня, по словам Владимира, действует лишь одна полоса, и то она уже приходит в негодность. Самолеты летают не так часто, в основном лишь в межсезонье, ну или санрейсы. А само здание аэропорта без ремонта с каждым годом только ветшает. В 2015 году сюда с экспедицией приезжали сотрудники якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, осмотрели здание и зафиксировали все дефекты. И сегодня специалисты предлагают отреставрировать объект, но пока дальше намерений дело не идет. А пока власти думают, уникальный исторический объект с каждым годом разрушается все больше. Напомним, аэропорт входит в Госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Дмитрий Тымыров, Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Чагда, Алданский район.